Так, ну про перелом, да, наверное. Так, в общем, ребенок, ну, девочка к нам поступила в конце января. Ну, мама находилась в состоянии алкогольного опьянения, и девочку привезли к нам. У нас каждый ребенок почти так поступает. Девочка вначале была осмотрена педиатром. При осмотре педиатра соматически была здорова, но темповая задержка, 3 месяца. Темповая задержка нервно-психического развития у нее была. И через неделю врач-невролог смотрит ее и видит, ну, что одна ручка слабее второй. Ну, правая ручка слабее, сила правой ручки слабее левой, да? И она, значит, обращает внимание педиатра, и та, ну, при осмотре девочка начинает беспокоиться, и она думает, это травма какая-то у ребенка, и мы по скорой ее отправляем в медцентр, детский медцентр, приемно-диагностическое отделение. Там делает снимок, и, ну, вначале на снимке врач ставит, что у девочки есть перелом правой лучевой кости. И накладывает гипс и отправляет обратно к нам. Мы, не согласившись с этим диагнозом, на следующий день ее обратно направляем в медцентр, но уже ну, и в это психоневрологическое отделение, чтобы там заодно и по неврологии, ну, по перинатальной энцефалопатии ее посмотреть, да. И заодно вот еще раз снимок, чтобы проверить, да, потому что, ну, сомнения были у нас, как ребенок мог получить травму. Ну и девочка там пролежала 5 дней, и вот была осмотрена заведующим отделения травматологии Павловым, и перелома, там данных за перелом не было.